Брянск посетил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. В правительстве региона состоялась рабочая встреча с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Мурат Зязиков прибыл в Брянскую область в рамках рабочей поездки. На встрече речь шла о масштабном обновлении парка машин скорой помощи. Глава региона обратил внимание, что на сегодня в области обновлено больше 80% скорых. При этом автопарк продолжает пополняться новыми машинами. Мурат Зязиков высоко оценил достижения области в этом направлении. Сразу после рабочей встречи он принял участие в торжественной церемонии вручения скорых. Автопарк машин скорой помощи продолжает обновляться. Больницы области принимают еще 15 новых автомобилей с современным оборудованием. Торжественная церемония вручения ключей состоялась на центральной площади Брянска. Екатерина Зойдина подробнее. Это уже вторая церемония вручения машин скорой помощи за этот год. В марте больше 20 машин отправились в больницы региона. Сейчас на площади в ряд выстроились еще 15 новеньких «Газелей Next» и УАЗов. Их отличает хорошая проходимость и современное медицинское оборудование. Деньги на приобретение этих автомобилей выделены из областного бюджета. Эти машины необходимы для того, чтобы наши жители и в областном центре, и в отдаленном селе получали вовремя качественную медицинскую помощь. Руководство области выполняет задачу, которую поставил президент страны Владимир Путин. Медицинская помощь должна стать доступной во всех, без исключения, населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили. Там, где власть заботится о дошкольном, школьном образовании, о медицине, у такого народа, у такого региона есть и хорошее прошлое, и прекрасное настоящее, и такое богатое будущее. Спасибо за тот ваш благородный труд, за такое чуткое, бережное отношение к людям. И пусть каждый оборот колеса этих машин работает на счастье, благополучие нашего прекрасного брянского народа. У нас стала уже хорошей, доброй традицией вот здесь, на центральной площади нашего города Брянска, вручать нашим организациям, пусть то здравоохранения, образования, наши коммунальные службы, наши транспортники, машины для каждой службы. И вот сегодня мы здесь для нашего здравоохранения за счет нашего областного бюджета приобретены 15 машин скорой помощи, которые будут вручены нашим медицинским организациям. Но я хочу сказать, что вот за эти годы Брянская область за 4 года приобретено 216 автомобилей скорой помощи. В этом году 21 автомобиль был приобретен за федеральные деньги, 15 за наши областные. Еще до конца года решением премьер-министра нашей страны Дмитрия Анатольевича Медведева подписано распоряжение. Брянская область получит еще 22 машины скорой помощи. Это 22 машины в этом распоряжении мы получаем больше всех в нашем Центральном федеральном округе. Я сегодня хочу сказать огромное спасибо федеральному центру за ту поддержку, которую он оказывает нашей Брянской области. Это не только медицина, это и наши дороги, это и образование, это строительство детских дошкольных учреждений, спортивных сооружений. Ну и, конечно же, мы, правительство, сегодня, пусть медленно, но мы движемся вперед. Мы же понимаем, что все проблемы, которые копились годами, их невозможно решить в один год. Мы сегодня прекрасно понимаем, что нашей медицине не хватает тех же машин скорой помощи, и я думаю, что мы их в ближайший год мы их закроем. 240 автомобилей, которые были и которым было там по 10 лет. Сегодня это новые машины, но эти машины, они нужны для того, чтобы спасать наших граждан. Автопарк скорых в регионе обновлен более чем на 80%. Для многих больниц это уже не первая церемония вручения ключей. Так, Климовская ЦРБ получает уже 5-й автомобиль. Нам вручали в основном «Газели» типа Next, а это УАЗ повышенной проходимости. Пойдет в Чуровскую участковую больницу, машина повышенной проходимости, то, что необходимо, полностью укомплектована всем необходимым расходными материалами и оборудованием. На торжественной церемонии говорили о перспективах брянской медицины. Это и обновление автомобилей, и приобретение оборудования, и обеспечение кадрами. Наша общая задача в рамках исполнения поручений президента
обеспечить жителям Брянщины достойное и доступное медицинское обслуживание. Работа по модернизации региональной системы здравоохранения предстоит большая. Оснащение поликлиник и больниц современной техникой чрезвычайно важно для спасения пациентов. В областном бюджете текущего года предусмотрены собственные значительные средства для закупки современного оборудования. 15 новых автомобилей отправляются в больницы областного центра и районов. Обновление автопарка скорых в регионе продолжится. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События. Брянск. Сразу после торжественной церемонии вручения ключей заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО Мурат Зязиков провел личный прием граждан в приемной президента. Главными темами стали ремонт многоквартирных домов, водоснабжение, обеспечение квартирами детей-сирот и врачей. Подробности в нашем следующем сюжете. Первое обращение от жильцов многоквартирного дома по улице Ульянова. Четырехэтажному кирпичному дому около 60 лет. Подъезды нуждаются в капитальном ремонте. Необходимо установить новые почтовые ящики, покрасить стены и побелить потолок. Был приглашен директор управляющей организации. На сегодняшний момент они сделали смету. Сумма составляет 70 тысяч рублей на ремонт подъезда. Обещают выполнить до 25 мая. После обсуждения вопроса дату завершения ремонта решено перенести на более ранний срок. Новый подъезд станет подарком для жильцов дома ко Дню Победы. Решение на встрече принято еще по одному важному общественному вопросу – водоснабжение села Ордонь в Клинцах. На сегодняшний день этот объект в первую очередь включена в программу 2019 года. Общий объем финансирования более 11 миллионов рублей, 11,6. Объект уже проторгован, срок исполнения контракта до 31 декабря 2012 года. Ну, в частности, эта улица как раз попадает в этот первый этап. Скважина, башня и 4 километра водопроводных сетей. Первая часть работ будет выполнена до 31 декабря. Жителей такие сроки устраивают. Не остались без внимания вопросы обеспечения жильем врачей и детей-сирот. Артем Стефашин обратился с просьбой помочь решить жилищный вопрос. По словам директора Департамента семьи, социальной и демографической политики Игоря Тимошина, 7 квартир уже приобретены для детей-сирот. И до конца этого года будут оформлены в новом доме поселка Глинищево. Артем в числе новоселов. У меня нет ни малейшего сомнения, что все вопросы будут решены по срокам и по тем людям, которые исполняют все эти решения. Я думаю, что все это будет решено. Вопросы и водоснабжения, и строительства дорог, и оказания помощи конкретным людям, и дети-сироты. Вот это то, что для власти очень важно, и власть здесь очень так вот бережно подходит к решению этих вопросов. Мы посмотрели предыдущие материалы по тем срокам исполнения. У нас неисполненных поручений практически нет. Все вопросы рассмотрены положительно. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе внимательно рассмотрел каждое заявление, подчеркивая, что вопросы жителей снимут с контроля только при их полном исполнении. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События. Брянск. После официальной части визита теплый прием. Заместитель полпреда президента в ЦФО Мурат Зязиков и губернатор Александр Богомаз навестили сироту из Брянского района, которая недавно получила квартиру. Начало 2019 года. На этих кадрах Светлана Хайло на личном приеме у заместителя полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурата Зязикова. Сирота из Брянского района искала поддержки в получении жилья. Заместитель полпреда взял вопрос на контроль и пообещал Светлане, что лично придет посмотреть на ее квартиру. Новоселья долго ждать не пришлось. Это твой возлюбленный, да? Да. В форме? Да. Орел. А сам откуда он? С Нитинкой. Местный, да? Да. А ты? Я тоже оттуда же. Тоже с Нитинкой? Да. Поэтому, да, какая-то судьба свела. За чашкой чая Светлана делится впечатлениями. Уже через неделю после того приема девушке позвонили и сказали приходить смотреть жилье. Вот у тебя есть уголок, и ты уже можешь продолжать развиваться дальше. То есть можно уже устроиться на работу и в дальнейшем выйти замуж. Мурат Зязиков отметил, квартира уютная в новом доме и с ремонтом. И Светлана сейчас, и остальные, они говорят, что как-то привычно, когда говорят, приедем, не приезжают, но у нас так не бывает. Мы приехали, у нас и до этого мы
с Александром Васильевичем ездили и к другим детям, которые получили жилье с подарками, с поздравлениями. Вот поэтому мы сегодня здесь и хотим, чтобы этот дом он был счастливый. Проблема, доставшаяся в наследство. Должное внимание детям, которые по разным причинам оказались без родителей, в Брянской области стали уделять лишь последние 5 лет. Цифры, которые говорят сами за себя. В 2011 году сиротам выделили всего 28 квартир. В 2018 в 15 раз больше. Не меньшее финансирование запланировано и на этот год. У нас есть федеральные деньги, которые уделяются Брянской области. По этому году это порядка 77 миллионов рублей. Вот если взять наше финансирование, то оно должно быть в пределах 5%, это где-то 4 миллиона. А мы с областного бюджета выделяем более 330 миллионов рублей. Вот это те меры поддержки, которые сегодня направлены на обеспечение детей жильем. Я считаю, это правильно, потому что дети, которые остались без родителей, они лишились самого дорогого, что есть каждого из нас, а это наши родители, особенно в детском возрасте. И у них сегодня главный родитель – это наше государство. Но, конечно, у нас есть те проблемы, которые достались нам в наследство. Потому что если бы область ежегодно выделяла эти 300 квартир, у нас бы не было с ней очереди. Но эта очередь, почему она существует? Потому что это те проблемы, которые были системные, которые годами не выделялось жилье, а только на федеральные деньги, и плюс, как я сказал, там, софинансирование своих не выделяли, и поэтому мы получили сегодня то, что мы имеем. Это очередь среди наших детей-сирот на получение жилья. Но с каждым годом у нас становится все меньше и меньше. В Брянской области за последние 5 лет заветные ключи от квартир получили более 1500 сирот. А начиная с этого года жилье этой категории граждан закупается исключительно на первичном рынке недвижимости. Екатерина Карманова, Игорь Винничук. События. Брянский район. Ярким событием культурной жизни Брянщины стало открытие фотовыставки «Наш Афон». Известный греческий фотохудожник Костас Асимис предоставил посетителям городского выставочного зала возможность погрузиться в удивительный и недоступный большинству мир горы Афон. На выставке побывал и Мурат Зязиков. Фотоработы известного греческого мастера Костаса Асимиса смотрятся особенно органично под произведение в исполнении брянского академического хора Марио Бустилла. Родом из Ташкента, но грек по происхождению, Костас с 1993 года является представителем русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря. Первое знакомство со святым местом случилось благодаря другу. К нему пришли с нашего монастыря монахи, так как у них языковой барьер. Они русские, там, с Греции. И вот он побывал у них, они пригласили его на Афон пару раз, а потом на третий раз он говорит: пойдемте, покажу, для тебя будет экзотика, как фотографу. Ну вот это был 84 год, я попадаю на Афон. Мне там все это понравилось, и я остался. Живет Костас Асимис в обычной келье, так же, как те, кто запечатлен на его многочисленных фотографиях. Проникнувшись красотой природы и духовностью Святой горы, мастер и сам бы оставил мирскую жизнь. Но мудрые монахи видят, в чем его истинное предназначение. Я уже устал. Не могу летать туда-сюда. Говорю, все нормальные люди, художники там, или фотографы, это делают где-то 50, до 50 выставок за всю свою жизнь. А у меня на данный момент уже 170 с чем-то. Он говорит: подними палец. Я так шутя говорю: какой? У меня же много. Он говорит: давай, не дурака не валяй, говорит. Я поднимаю. Он говорит: спрячься. Не можешь спрятаться. Значит, вот иди, говорит, неси это людям. Делайте выставки. Пока один человек ходит, ты будешь делать выставки. Выставки греческого мастера проходят с неизменным успехом не только в российских городах, но также на Украине, в Казахстане, Великобритании. Благодаря Костасу Асимису был спасен и отреставрирован уникальный старинный фотоархив русского Пантелеймонова монастыря. Эти черно-белые фото середины 19-го, начала прошлого столетия особенно ценны. Почетным гостем выставки «Наш Афон» стал заместитель полпреда президента России в ЦФО Мурат Зязиков, прибывший в наш город с рабочим визитом. Очень приятно то, что эта выставка открывается на Брянщине.
Я хочу вас всех, нас вместе поздравить с этим великим событием. Я не преувеличиваю. Можно перебирать все эпитеты в современном русском языке. Действительно великая очень выставка, очень красивая. Очень было приятно видеть молодежи, очень много. И это только начало. Монашеский Афон является местом, куда уже сотни лет женщинам запрещен въезд. Выставка Осимиса – единственный законный способ прикоснуться к православному наследию Святой горы. Красота неописуемая. Жалко, конечно, что не все смогут увидеть эту красоту в ее настоящем виде. Но даже видя на этих снимках, то очень обогащает, мне кажется, человека. И жалко, конечно, что не все это понимают. И лучше видеть красоту, чем стрелять, думать о плохом. Приходить нужно чаще на такие выставки. Я погрузилась в этот мир и поняла, насколько соединяется удивительный душевный трепет и физическое просто впечатление от того, что светит солнце. В разговоре с Костасом я спросила, почему так много солнца на картинах. Я действительно называю эти удивительные вещи не фотографиями, а картинами. И он ответил: я люблю солнце. Я живу с солнцем. Уникальная выставка фотохудожника Костаса Осимиса будет работать в Брянском городском выставочном зале с 1 по 25 октября. Ольга Ловина, Игорь Винничук. События Брянск.